Ситуациям, пожалуйста. Уважаемый Руслан Хабирович, уважаемые коллеги, на прошлой неделе шквалистое усиление ветра имели наиболее разрушительные последствия. С понедельника 6 августа по четверг 9 августа ежедневно регистрировались повреждения кровли. Всего суммарно повреждена кровля 22 жилых домов, 5 хозяйственных построек и 4 зданий производственного и социального назначения. Эти случаи зарегистрированы в 7 муниципальных районах и в одном городском округе, город Стерлитамак. Наиболее крупные повреждения – это Стерлитамакский район, Ашкадарская птицефабрика, 1200 квадратных метров, и жилой дом, строящийся площадью кровли 200 квадратных метров. Дальше Чекмагушский район, здание животноводческого комплекса, сельхозпредприятие «Алга», 250 квадратных метров. Кроме того, 2 жилых дома, тоже общей площадью 250 квадратных метров. Дальше Благовещенский район, село Осиповка. В этом населенном пункте были повреждены кровли и потолки 13 2- и 3-квартирных домов. Общее количество проживавших в этих домах 46 человек, из них 10 человек дети. Суммарный ущерб, причиненный жилым домам, составил порядка 6,5 миллионов рублей. 7 августа Государственным комитетом проведена встреча с жителями поврежденных домов по мероприятиям первоочередного жизнеобеспечения, а также оказана помощь администрации района и сельского поселения в организации аварийно-восстановительных работ. Администрация сельского поселения 7 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день все восстановительные работы будут завершены. Всего в рамках восстановительных работ за 6 дней. Во-первых, заново произведен монтаж крыши 8 домов. Во-вторых, возведены поврежденные фронтоны 2 домов. В-третьих, отремонтированы потолки 2 домов и шиферные крыши 3 домов. Оперативное выполнение всего объема работ стало возможным благодаря выдвижению администрации района строительных бригад из 10 предприятий района. С первых дней происшествия сотрудникам Министерства здравоохранения, семьи и Главным управлением МЧС России по республике оказывалась жителям медицинская, психологическая и консультационная помощь. На завтрашний день запланирован выезд сотрудников Министерства семьи для оформления документов наказания материальной помощи в размере 5000 рублей. Таким образом, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Осиповке 14 августа завершится. В целом, по всем поврежденным домам и зданиям принимаются меры по восстановлению кровли. Доклад закончен.